Сыктывкаре представили масштабное шоу «Легенды Коми-края». Вместе с символом республики – золотой птицей зрители совершают путешествие по родной земле, прекрасной во все времена года, и знакомятся с местными традициями и обычаями. «Легенды Коми-края» – современное шоу, вдохновленное традициями. Главным источником идей для технически сложного и уникального в своем роде представления стал богатейший фольклор региона. Основа постановки – вокально-хореографическая. Наряду с ней на сцене анимированная графика, панорамное видео и целый ряд новаторских технических решений и спецэффектов. Все это создает эффект присутствия. Богатейший коми-фольклор буквально оживает на глазах публики. Все живые декорации этого шоу выполнены по мотивам творчества известного в Республике Коми и также далеко за ее пределами художника-этнофутуриста Юрия Лисовского, который год столетнего юбилея нашего края становится своего рода амбассадором, набирает популярность. Мы их оживили, мы подарили им цвет. И я думаю, что нам удалось показать красоты нашего края, наше незакатное солнце, наши просторы вечной мерзлоты. В постановке задействованы более 70 артистов Асьякыа, около 300 предметов реквизита и 400 костюмов. Специально для театрализованного шоу в 1,5 раза была увеличена сама сцена концертного зала. Над постановкой работало более 40 человек из Сыктывкара, Ухты, Москвы. К премьере начали готовиться заранее, изучали архивы, знакомились с бытом и фольклором, общались с местными жителями. Их истории и воспоминания стали отправной точкой и главным источником вдохновения. Яркое светомузыкальное шоу, главным героем которого является маленький мальчик, современный житель Коми, который отправляется в удивительное путешествие с символом Коми – золотой птицей. Путешествие по традициям, обычаям, каким-то праздникам, удивительным местам вот всеми любимой республики Коми, прекрасной во все времена года. Театрализованное шоу «Легенды Коми-края» показывает на одной площадке сразу несколько известных праздников из разных уголков нашей республики. Шоу такого масштаба на сцене Республиканской филармонии впервые.